Доброго дня, витаю вас. Меня зовут Рустем Скибин. Я художник-керамист, и сегодня мы проведем небольшой мастер-класс по изготовлению народной крымско-татарской игрушки. И в этом мне помогут мои помощники замечательные. Яра, Азан, Алимия. Замечательно. Сейчас мы приступим уже непосредственно к изготовлению, и я расскажу небольшое вступление об традиции, о культуре изготовления. Ну, как вы все, наверное, знаете, что детство – это самое яркое и самое добро воспоминаемое нами, взрослыми, период жизни, и он связан с теми предметами, которые нас окружали. Это игрушки. Игрушки бывают разные, из разных материалов. Самая важная функция – это то, что они несут информацию о культуре, информацию о традициях. Главная и самая основная функция народной игрушки – это эмоции, это образование, это удовольствие, которое получает ребенок и познает окружающий мир. Приступим непосредственно к самому мастер-классу. Это у нас глина, глина крымская. Мне ее недавно привезли и передали. Это красная глина. Почему она красная? После обжига она приобретает этот цвет. В сыром виде они разных цветов в природе существуют, начиная от белых и заканчивая темно-коричневыми, серыми. Ну, в данном случае у нас такая серо-зеленая глина. На столе вы видите разные игрушки представленные. Эти игрушки сделаны разными, соответственно, мастерами. Это современная игрушка, больше это связано с арт. Отличие от народной игрушки, вот то, что я держу в руках, это, кстати, артефакт. Одна из немногих свистулек, которая сохранилась у крымских татар. Она находится у меня в коллекции. Здесь есть уникальность этого именно предмета в том, что он очень лаконичен, очень прост. Фрагменты, которые утеряны, тем не менее, эта свистулька еще звучит. Вот. Пришлось пальцем этот фрагмент восстановить. Глина у нас подготовлена, она отмучена специальным способом, с помощью воды. Там она разводится до состояния жидкого. После этого откидывается на гипсовую форму или там на кирпич, например, и лишняя влага впитывается, испаряется. И как только масса приобретает пластилинообразную такую форму, мы ее откладываем и закладываем в пакет, чтобы она не высыхала. Давайте я каждому дам по кусочку. Сама оторвешь? Давай. Есть. Берем, не стесняемся. Побольше. Бери. Давайте помогу. Вот. Я предлагаю сделать коника, лошадку, курочку или петушка. Или что еще можем мы? Козлика, барашку. У нас есть много предметов, которые на столе для вдохновения. Это один из образов, и который формируется в народе. Это, конечно же, традиция, культура и вероисповедание. И, соответственно, в рамках конфессиональных есть определенные запреты или разрешения на изображение тех или иных животных, например. В разряде игрушки это тоже изображение, но в исламе запрещено или порицается изображать животных, но в данном случае
то, что является образовательным, это разрешено. Один Дракончика. образ, да, дракон. Цельный кусочек глины, делаем шарик. Дракон у нас будет с лапами или без? С лапами. С лапами. С двумя, с тремя или с четырьмя? Тремя. А почему? Давайте с тремя сделаем. Нет. А? Как так? Он как трехколесный велосипед будет. Нет. Типа, Не, это же образы, они фантастические. Драконы, это мифологические. И в мифологических образах мы можем делать все, что угодно. 4 лапами. С четырьмя. Хорошо, договорились. Все согласны? Да. Из цельного кусочка глины начинаем вытягивать вот таким образом 4 лапки. Получается? Делайте небольшие. А чем дракон отличается от лошадки? Не знаю. Дракон может огнем дышать. Вот. А как он выглядит А еще, визуально? Чем он отличается? драконом может быть зеленым, а лошадка коричневым. Вот. Мы можем после того, как сделаем, разукрасить и нанести цвет для нашей фигурки. И тогда он станет цветным. То есть с помощью красок, с помощью цвета мы придаем ему характер. Да, и красоту, и мы показываем, почему дракон, именно дракон, а не лошадка. Так, давайте сделаем аккуратнее вот эти места. Я бы предложил все сгладить и сделать ровнее. Да? Попробуешь? Давай. Получается замечательно. Ох, какой круглый дракончик. Такой пузатенький. А я для своего сделаю такой характер. Он будет у меня очень длинным и худым. А у тебя будет толстеньким. Это будет компания такая веселая. У меня будет худенький. Очень худенький. Да. Давайте. А шея какая будет у него? Так. Мы быстренько делаем такую фигуру общую. Вытягиваете шею. И мы будем отставлять эту фигурку и будем переходить к непосредственно конструкции, которая будет крепиться к нашему дракончику и будет свистеть. Мы же будем делать свистульку, правильно? Ну да. Значит, Вот так. наш дракончик нужен, вот, хорошо, красиво звучать. А куда бы вы, по вашему мнению, прикрепили свисток, который сделается Назад. к дракону? Еще варианты есть? Посередине. Вот, можно посередине. На лапку. Можно лапку сделать, если лапа На толстая. шею. Да, тоже верно. Так, теперь мы берем небольшой кусочек глины. Вот сейчас самое сложное и самое основное. Это конструкция свистка. Идемте ближе. Смотрите. Шарик есть. То есть он должен быть не больше нашей фигурки, потому что это будет очень крупновато. Либо мы должны придумать так, чтобы этот свисток уместно смотрелся на самой фигуре, чтобы он был гармоничным. Мы хотим сделать красивую, интересную А вещь. в виде сердечка можно сделать? А форму можно придать любую. Теперь нам в этом шарике нужно сделать углубление. Это можно сделать инструментом или просто пальцем. Это называется камера, в которой образуется звук.
пустая камера. Теперь мы берем другой кусочек глины. Еще глубже надо делать. Еще поглубже. Чем больше камера, тем ниже звук. Еще можно. Теперь мы эту дырку, которая у нас образовалась, закрываем вот таким. Да, уже получше. Это называется воздушный канал, по которому будет поступать у нас воздух. И для того, чтобы эта свистулька зазвучала, нам нужно сделать отверстие, куда мы будем дуть. Отверстие делается насквозь до камеры. Давайте по очереди. Вы пока смотрите, потому что сложно будет параллельно это делать. Вот. Отверстие у нас есть. Воздух будет поступать через эту дырочку, но он должен выходить, потому что свист у нас появляется, Дырочку еще да, только после того, как воздух проходит круг внутри камеры, выходит через дырочку, и там в районе этой дырочки, так, это мы сделаем лучше ножом, будет такой элемент, который будет разрезать звук, буквально воздух точнее, и при этом будет появляться у нас звук. Дырочка делается небольшая, достаточная для того, чтобы воздух, который входит, выходил примерно через такое же. Теперь самое сложное, секундочку. Вот этот канал, который разрезает воздух, он должен у нас попадать ровно посередине отверстия, которое здесь мы сделали. Если мы сделаем все правильно, у нас начнет все звучать. Секундочку. Так, глина осталась. Сейчас я сделаю, я тебе сразу сам отдам, хорошо? Сейчас подправлю. Тут много глины лишней. Так. Где у нас еще инструмент? Я вам помогу сейчас. Потому что с первого раза это очень сложно сделать. Это очень такая технологичная, конструктивная штука, которая требует все сделать прям до миллиметра. Как у вас успехи? Дырочка есть. Да. Ну вот смотри, видишь вот эту штуку? И посмотри сюда вовнутрь. Видишь, она ровно посередине попадает. Вот когда идет звук, он разрезает вот эту... Точнее, когда воздух. Пока правильно, да. Видишь, если вовнутрь смотришь, вот этот язычок, он режет ровно в середину. Зазвучал. Давайте теперь я вам помогу по очереди. Да, это очень сложно для первого раза. Теперь мы ее сделали такие бороздки, прикрепляем и разглаживаем. Ух ты, у него свистулька получилась крупнее, чем
голова, и он сам начинает быть похожим на дракона. Да? Сделай, собачку похоже. оставим как собачку. Да. Так. Может быть, сюда У нас, глазки еще видите, как нарисуем? творчески в процессе работы меняется задача. Глазки прилепим или Да. отверстие сделаем? Глазки вот сюда сделаем. Вот так, да? Да, это хвостик, это лицо. А ушки? Ушки тоже сделаем сейчас. Из маленького. Так, давай У вот меня на глина. высохло или нет? Я не понимаю. Уже, ну-ка, начинает трескаться, да? Да, она уже пересыхает. А вторую... Целый комок. Что еще не сделали? Так, давайте по очереди. Так, ты продолжай, сделаешь ушко. Потом подправим звук в самый последний момент. Пока работаем, он может у нас немножко измениться. Так, где будем крепить нашу свистульку? Здесь? Тоже? Да. Где хвостик? Сейчас ему ушки надо сделать. Вот, точно так же. Крепим. И вот таким образом. А голову дракону будем делать? Тогда я сейчас тебе прикрепил свисток, а ты слепи переглину ему интересную красивую голову. А у драконов что у нас еще есть такое отличительное? Я помню, крылья были Не у всех, но есть. у летающих драконов. Да. Кто хочет сделать летающего дракона? У меня собачка. А летающую собачку? Нет, такой не существует. А мы же можем придумать. Драконов что же не существует, но мы их делаем. Я Давай, тогда ты сейчас сделаешь ему голову, а потом крылышки. Я Да? попробую сделать голову, как у этого. Только она у меня будет круглая. Получается? Так, это вот эта часть, да, свистка? А можно на Я собачке немножко нарисовать тебе помогу пятна, типа, как у собрать, собачки? потому что уже пересыхать начинает глина. А вот это летающий дракон, кстати, да? Да, вот те, которые с крыльями, они все летают. И это с крыльями, кстати. Да. Я А мне, крылья побольше мне сделать. нравятся драконы, которые летают. И мне. Я сделала- А еще я в сделала- нашей культуре, в традиции, есть очень много сказок, рассказов о змеях. Так, рога тоже могут быть у дракона. Мне что-то И, слоника и напоминает. усы. У драконов могут быть все. Так, давай. Сейчас прикрепим эту часть сюда. Похож на лак? На что? На лак. Да. На рог? Да. Да. Он один будет, однорогий? мне слоника напоминает. Может, слоник будет? Тогда уши большие нужны для слона. Зачем большой? Это будет малыш. Малыш с маленькими ушками, Да. может быть, тоже. Так. Вот. Эта глина уже пересохла, поэтому очень сложно ее совместить с этой. Вот. Теперь вот этот инструмент, он очень удобный. Делаем отверстие А можно ему уже насквозь нарисовать? до конца. Вот мы до окошка. Теперь делаем выход в глине, выход воздуха. А у драконов бывают уши? Ну да, я думаю, они чем-то слушать должны тоже. Ну вот, уши. У меня будет радостный дракон, потому что он много сегодня поохотился. Ой, какой пухленький. Ну да, он сытый, видно сразу по нему. О. Ой.
вам мои два окошка. О, вот смешно. Голова Он такой плохо веселый. держится. О, А сейчас мы его покрепче. Да, покрепче сейчас прикрепим. Я Так. пока что узор сделаю. Получается крупновато для... Я сделаю вот такую вот волну, как у этого цикоблаза. Может, увеличим или прям пусть с большой такой будет? Давай, бери тогда глину. вот. Смотри, как можно сделать орнамент. Это как броня, да? Вот. И с той стороны тоже сделай. Аккуратно держи, а потом Красивый дракон. а потом мы подправим ему звук. Если сделать еще отверстие в камере, дополнительные дырочки, и потом, когда прикрываешь одну из дырочек, меняется звук, объем в камере, выход звука. И получается мелодия. По такому принципу потом появились керамические первые окарины, музыкальные инструменты, флейты, дудочки. Что вы еще помните? Дудочки, еще труба, Что она? саксофон, помните такой? Современный. Могу сделать своему дракону чокел. Челку? Чокел это такая повязка на шею. Он модный еще будет, эти дракончик, девочка. Какая же красота. Может еще на голове не будем красотить вот так. О, круто. Вообще классно. Давай. Где мы будем его крепить? Посередине спины. Вот здесь, да? Глина уже пересыхает, поэтому, Надо быстрее. да, уже сложнее начинает работать. Круто. Всё. Так, а где ножик Блин, маленький? Этот? Да. О, у тебя интересная голова, прям драконистая получается. А она у нас кукол лепит из пластилина. А мы сегодня раскрашивать будем? Нет, это прием у нас сделан чисто терракотовый, это красная глина, она не раскрашивается, и она получается вот такая, чистая. Но если вы захотите, после обжига можно будет его обжечь. Ой, разрисовать. Не, я не хочу. Я не хочу разрисовывать, потому что мне и так нравится. Мне- Я хочу подождать, и я хочу, чтобы она стала вот. Мне тоже, кстати, нравится. А сколько А нам моего? ждать, чтобы она стала классной? День. А сейчас он должен полностью высохнуть. А когда он высохнет, Когда он каким выс- цветом станет? Он будет светло-серого цвета, а после того, как он подсохнет, его ставят в обжиг. Обжигают при температуре 1000 градусов или там 900. Это печка. Он спекается. Печка у А меня... у вас несколько рядом минут здесь. будем, да, ждать своих драконов? Нет, это через недельку, через 2 только получится его. Зато- Да. Значит, мы два окошка у вас оставляем? Да? Да, А потом мы приедем и заберем. голова была очень слабенько прикреплена. У кого? У тебя. Ты здесь не поместишь. Ты, наверное, вот такие рисочки, да, не делала? Не знаю, что их надо делать. А я ж показывал. Я домик Жорику построила почти. О, у тебя уже целый мир. Да. Это здорово, потому что А можно я через уже сделала? эти Можно игрушки тебе я просто поиграю? Я уже сделала своего дракона? мы придумываем и знакомим себя и всех окружающих с этим миром. Можно мне посвистеть? Один раз. Вкусная? Да, невкусно. А вот мой. Моя голова.
Пупсик, пупсик. Да, он прям как настоящий получается. А у меня слоник. Есть. Тяжело ему. У него такой груз, ноги расползаются. Такой большой. Ну-ка. О, у него прям вольер. Да. Он же добрый, не злой. Или это детская это? Детская Какая? комната. Да. Назовем ее детской комнатой. Такс. Я вызову. Переставляем сюда, или ты еще будешь с ним работать? Переставляем. Только его с ковриком вместе, чтобы он на коврике Так, был. что у нас со звуком? Столик и Есть. стульчик. Алина, вот возьми, например, изначальное и посмотри, вот сравни цвета. Они немного отличаются. Потому что тот уже подсыхает и... Конечно, он высыхает. Да, пересыхает. Давай я тебе дам Ой, вот это свежую тоже. глину. Чего же ты стал? Давай твердую мы заберем, А у меня вот есть тоже кусочек. да? А немножко потолще какие-то места и не торчащие, потому что глина очень хрупкая. А когда мы будем играть или кто-то будет в руки брать, то вот эти торчащие части, детали, они могут отвалиться и будет обидно. А если это, Я сбиться. да, это будет обидно очень. А если возьмет в руки кто-то из маленьких детей, то это может быть еще и опасно. Поэтому в керамике, в народной игрушке все формы, все изделия, они очень лаконичные, очень простые, чтобы не навредить маленькому ребенку. Маленькому, это вы имеете там 1 и 2 годика? Ну да, 3 годика. Если будет очень острая какая-нибудь керамическая деталька в виде рога, например, тоненькая, то это уже опасно. А ну-ка попробуем сделать дырочку, про которую я говорил, и поменять звук. Так, мы сделали сквозное отверстие в камеру. Вот такая курочка получилась. А можно на свистульке рисовать узоры? Да. Да, конечно. Все. Угу. Мариньера. Он получился очень красивый, тоненький, аккуратненький, но это больше для современный такой, как арт-объект, как скульптура, но не как игрушка. Для игрушки очень тонко и в работе, точнее в игре с ним, например, маленькому ребенку, будет сложно. И последний самый интересный момент. Хвост, который ты сделала, ты поставила задачу сделать красивым. А так как это у нас функциональная вещь, свистулька, нам нужно попробовать сюда подуть. Не будет ли мешать этот хвост? Я вижу, ты его немножко сдвинула, но тяжело. То есть для свистульки игрушки необходимо учитывать все эти моменты, поэтому твое желание сделать его красивым в данном случае мешает для работы. Как можно это исправить? Есть предложение немножко повернуть свисток. Можно, да? Давай я тебе помогу, потому что он уже пересыхает и начинает рассыпаться. И чуть-чуть хвост.
все работает. Оставляем. Готово. И крылышки остались. Маленькие такие же. Делаем шарик. Делим его на 2. У нас же 2 крыла будет. Вот такие остренькие, да, ты хочешь? Как миндальчики. Так. Один мы сделали. А они должны прилегать или должны торчать? Как будто он взлетает. Как хочешь. Торчать. Все. Вот так? Класс. Вот как раз их и не хватало, да, у нас здесь? Я полоски хочу дать. Сейчас я прикреплю его. Полоски на крылышках. Хорошо. Держи. Аккуратненько. А я яблочко сделала. О, это же гостеприимство. Да. Теперь у нас есть, да, ждешь гостей. Мосточек. Одного гостя? Одно яблоко. Нет, сейчас еще сделаю. 2? Нет. 3? Нет. 10 А это же какое событие? День рождения? День рождения. А сейчас я нарисую чертеж в разрезе свистка, как он выглядит, и для понимания извлечения звука, как он появляется, мы разберем эту конструкцию. Это у нас внутренняя камера, помните, да, которую мы слепили? Она имеет вот условно такую толщину. Вот это место остренькое, то, что мы разрезали. Здесь у нас отверстие, и сюда у нас выходит стенка свистка. И вот это отверстие. Воздух поступает у нас через это отверстие, заходит сюда, делает вот такой круг, часть звука, часть воздуха, а вторая часть воздуха выходит наружу и делится на 2 части. Но тот воздух, который мы задуваем во внутреннюю камеру, он продолжает идти и потом тоже выходит наружу. И вот вместе этого стыка пересекаются воздух и появляется свист, звук. Вот таким образом делается свисток на игрушке. Сложно? Нет? Мне кажется, сложно. Если это очень понятно получилось, то я очень рад. Мы провели такой небольшой обзор и мастер-класс в рамках проекта «Бельги. Искусство, история и культура крымских татар». Я благодарю своих помощников в нашей работе, и, на мой взгляд, получилось все очень интересно, интересные образы с интересными характерами. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. До свидания.